Дорогие гости, мы рады всех приветствовать в нашем зале гостеприимном на празднике, который является самым важным, самым великим для всех нас. Мы празднуем сегодня 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И недаром говорится, что нет в России, есть такая песня, да, как вы знаете, в семье такой, где б не памятен был свой герой. Действительно, пусть уже не осталось многих героев, погибших на этой войне в живых, но память их есть в каждой семье, хранится она, и в каждом доме. И мы вспоминаем сегодня всех своих самых близких, самых любимых, тех людей, которые выстояли в этой войне, которые победили в ней. И наш праздник ежегодный мы называем «Плечом к плечу в одном строю». Он так называется, потому что этот день мы все время празднуем совместно с Татарской национально-культурной автономией Юго-Восточного округа. Уже много лет, да, как вы знаете, вот кто к нам приходит, мы празднуем его вместе, потому что наша национальная страна действительно в одном, плечом к плечу, в одном строю победила в этой войне. И вы знаете, благодаря тому, что мы были все едины, благодаря вот той дружбе, которая была между нашими народами всю жизнь, Россия всегда была национальной страной. Она Россия, на то и есть страна, в которой живут много-много народов. И если мы будем помнить об этой дружбе, если мы будем помнить о том, что все мы едины, тогда наше государство останется сильным, тогда наше государство останется, а сильные люди всегда добрые, да? И тогда и страны тоже, и тогда мы останемся доброй страной, прекрасной страной, в которой живут замечательные люди. И хотелось бы вот такими свое предварительное слово завершить такими строчками выступления. «Ах, как Россия хороша на празднике едином, пока жива ее душа, она непобедима». Я вас всех поздравляю с праздником, дорогие мои. Сейчас мы послушаем наш оркестр прекрасный.
Дорогие друзья, слово представляется председателю национально-культурной автономии татар Юго-Востока Гаяс Алиевичу Ямбаеву. Ассаламу алейкум, хадярлы дуслар. Кто? Так. Разрешите мне от имени автономии татар Совета ветеранов труда и войны приветствовать вас. Нам, детям войны, особенно приятно видеть в этом зале большое количество молодежи. Это убедительно свидетельствует того, что в России крепнет и развивается преемственность поколений, что высокий патриотизм был и остается великой, неопределимой силой нашего национального народа, надежной гарантией обеспечения обороноспособной страны. Потому что единство и дружба народов – это историческая судьба нашего Отечества. Сейчас, Сейчас нашим ветеранам нашим, сейчас их творение, за ваше мужество в бою, за вашу быль, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою. Земной поклон вам, ветераны. Сейчас имам хатиб нашего Юго-Восточного округа Фатих Хазрят прочтет молитву, аяты из Корана за погибших, за здравых людей. Он сейчас прочитает. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие ветераны, уважаемые дружники тыла, дорогие гости, позвольте поприветствовать вас от имени председателя Духовного управления мусульман Совета муфтиев России. От нашего имени духовного нашего лидера муфтия шейха Равиля Гайнутдина, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, как Гаяс Алиев сказал, от имени мусульман, жителей нашего округа, в частности нашего района Люблино, также от имени студентов Исламского института нашего исламского, который расположен в районе Люблино, поприветствовать вас добрым исламским братским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам и милость Всевышнего Аллаха Тааля и Его благословение. Хочу поздравить всех с великим праздником, с Днем Победы. И, как Гаяс сказал, я, конечно, прочитаю молитвы. И мы сегодня, вот у нас пятничная проповедь, пятничное богослужение было. После богослужения мы также читали, вспоминали наших ветеранов. У нас проповедь как раз была посвящена на эту тему, что мы всегда должны помнить, всегда чтить наших ветеранов. И те, которых нету сегодня рядом с нами, вот про них слова Всевышнего Аллаха, Священный Коран гласит следующим образом. Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Валя такулу лиман юкталу фи сабилиллахи амват, баль ахьяун валякин ла таш'урун». Что в переводе означает: «Не говорите тем, которые пали на поле битвы, защищая Родину на святой пути, не говорите, что они умерли. Они живы, однако выиграть, какова их образ жизни, выиграть не поймете». Вот Всевышний говорит следующими словами, а, конечно же, мы в памяти всегда помним, всегда чтим наших ветеранов, наших дедов, наших отцов. Из каждой семьи были участники. И у нас, вот, я знаю, что мой дедушка офицер, второй дедушка, хотя инвалид, труженик тыла. Вот многие с каждой семьи, конечно же, есть участники. И хотелось бы пожелать здоровья вам всем и вашим детям, чтобы никогда не повторились вот это горе,
разные войны, и чтобы ни мы, ни дети ваши, никто его никогда не видел, и что всегда под куполом небесным царствовало мир, благо и добро. И в эти дни, которые адресованные вам, звучат добрые пожелания, я бы хотел, чтобы Всевышний Аллах услышал эти добрые пожелания, и они были услышаны и приняты как добрые молитвы. А сейчас в честь всех наших ветеранов и тех, кто остались на поле битвы,